Если вы теперь знаете, у нас есть отличная новость. У нас теперь всем детям до 18 лет вход бесплатный в музей Татарстана. Это Да замечательно. ладно? Да, правда, это есть. Эта информация выложена, обнародована. Здравствуйте, уважаемые друзья и стенмисис Кадырли Дуслар. В эфире программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, художник-живописец и советник по культуре молодежного правительства Республики Татарстан Екатерина Манько. Доброе утро. Салем Рустам. О, салем. Даже так можно было, да? Кыштанеш. Так. От меня замечательный чак-чак, символ нашей татарской кухни прекрасный и самый вкусный и замечательный вообще сладкая вещь в мире. Пусть наша жизнь будет такой же сладкой, как наш чак-чак. Кать, спасибо огромное. Я обожаю чак-чак. Екатерина Манько, художник, советник председателя молодежного правительства Республики Татарстан по вопросам культуры. Родилась в городе Дубна Московской области. Училась в Казанском художественном училище имени Фешина на отделении живопись. С отличием окончила Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова по специальности станковая живопись и Казанский институт культуры по специальности декоративно-прикладное искусство и дизайн. Член Союза художников России и Международной федерации художников. Победитель республиканского конкурса молодых лидеров «Вверх». Финалист республиканского проекта «Кадровый резерв». Автор 9 персональных выставок. Организатор выставок и мастер-классов. Автор проекта «Международный живописный симпозиум «Прекрасный Татарстан». Что будем готовить? Давай сразу расскажи нам секреты, что будем готовить, а потом мы уже с тобой пообщаемся и узнаем все интересное про тебя. Готовить мы будем сегодня в разных творческих вариациях, так как я художник. Самое, пожалуй, народное блюдо – это чебуреки. И это такое интересное блюдо, но приготовить его можно по-разному и с разными начинками. То есть в классическом варианте это, конечно, начинка из мяса, также, конечно же, как же мы в Татарстане без нашего любимого картофеля, конечно, с картофельным пюре, такой вариант а-ля кыстыбый, но только чебуреки. Ага. И, конечно же, более диетические варианты с сыром и кинзой и также с яблоками. Отлично. Слушай, мне уже все нравится, надо уже приступать готовить. Распределяй давай задачи, функции, что буду делать я, что будешь делать Я ты. займусь сейчас тестом, а ты тем временем будешь резать кинзу, готовить начинку и также готовить затем яблочную начинку. Также, Супер. то есть нужно будет порезать яблочки аккуратно, мелко. Ну что, давай приступим? Приступим. Да, отлично. Так, для теста я возьму емкость. Да, конечно, вот такая у нас есть. Для тебя мы специально приготовили. Больше мы ничего не приготовили. Смешиваем согласно рецепту. Замечательно, у нас здесь есть уже вода. Мы должны добавить в воду соль и сахар. У нас есть. Добавить нужно буквально четвертинку чайной ложечки соли мы добавляем. И добавляем, конечно же, чайную ложку сахара, для того, чтобы у нас был такой баланс вкусов. Мы это все размешиваем. Затем мы должны добавить будем растительное масло. Это у нас тоже есть. Интересно, Отлично. кстати. Я первый раз вижу, что вот так вот сразу в воду уже разбавляют Да, это вот сахар и соль. наиболее удобный способ для того, чтобы хорошо растворилось. Все, вообще в семье у меня лучше всех печет пироги и вообще делает что-либо. Кто? С тестом моя замечательная бабушка. Так, как зовут чудесная бабушку? Маргарита Григорьевна. Она проработала преподавателем, педагогом математики 42 года. Ничего И себе. по-прежнему Она работала в встречается. школе? Да, она работала в школе, причем работала она в очень многих районах, то есть не только в Казани. В Казани тоже, конечно, она продолжала свою деятельность педагогическую, но объездила она огромное количество уголков Татарстана. Я, пожалуй, географию Татарстана знаю именно благодаря моей бабушке. Мы добавили тем временем четверть чайной ложки соли, чайную ложку сахара, затем столовую ложку растительного масла. И теперь мы кладем муку в большую миску. Перекладываем не всю муку, здесь должно быть примерно 500 грамм. Смешиваем сейчас воду с мукой и понимаем, какая густота получится, для того, чтобы можно было сформировать красивые наши замечательные Все заметили, да, как у нас чебуреки. сегодня болтушка в гостях? Она как начала, так и не останавливается. Я ни слова не могу вообще даже вставить. Все, Кать, класс, хорошо, отлично. Делаем, значит, тесто. Но ты вот начала говорить про бабушку. Что было самое любимое блюдо, какое, которое она готовила? Ну, мое для себя? самое любимое блюдо, конечно же, треугольники, чпачмаки наши замечательные. Так. Пермичи также она прекрасно печет, но сейчас мы более такой быстрый вариант блюда готовим, но тоже, тем не менее, очень интересный, потому что у бабушки целое такое волшебство работы с тестом, то есть необходимо долго его выстаивать, вымешивать, дождаться, Ну да, когда да, оно да, подойдет да, много есть раз. такое. Это действительно очень такая
волшебная деятельность, можно сказать, такое таинство, как создать хорошее, интересное тесто. Совсем недавно моей бабушке исполнилось 80 лет, у нее был юбилей. Так. Вот, и она по-прежнему в строю, печет пирожки. У меня вот тоже недавно уже было мое мероприятие, моя юбилейная тоже выставка и открытие нового очень интересного объекта, арт-резиденции. И эту арт-резиденцию как раз открыла министр культуры, наша прекрасная и замечательнейшая Рада Хафизяновна Аюпова. И вот именно на наше мероприятие, на открытие моя бабушка пекла пирожки сама. Это было очень трогательно, Круто, чудесно. круто! 80. Это же не надо было кейтеринг заказывать, Да, не надо да. было, бабушка все сделала. И это было, мне кажется, намного вкуснее, вот, Да, чем это было что-либо было бы при вас. очень душевно. Ты в итоге объединила и выставку, и юбилей. Нет? Или Да, что? да, Или и это была свой юбилейная... юбилей, юбилейную выставку, открытие арт-резиденции, то есть у нас очень красивое пространство новое. Мы развиваем интересные творческие проекты. Это как раз нашими первыми гостями была делегация симпозиума «Прекрасный Татарстан». Я второй год провожу этот симпозиум. Приезжают художники. В первый год приехали художники из 5 стран мира. Это было в 2018 году. Так. Из Латвии, Литвы, Финляндии, Черногории, Казахстана, России, ну то есть всего вот. А в этом году? В этом году у нас была главным образом очень большая делегация из Китая, то есть у нас были 2 страны, такой, можно сказать, симпозиум объединения культур 2 стран, и была очень большая делегация каллиграфов, живописцев, в первую очередь, конечно, симпозиум живописный, поэтому все художники создают живописные работы, но поскольку люди талантливые, творческие, то создавали и каллиграфии, и скульптуры также. Начинка с сыром и кинзой у нас уже практически готова. Сейчас еще добавим перец и по вкусу чеснок на ваше Да, усмотрение. а вот можно я хочу добавить чесночок? Ну, отлично, Это да, будет это здорово. вкусненько. Сейчас у нас как раз уже холодает, и здоровье это главное. Чеснок, конечно, это тоже такой полезный так, продукт. доска Для нужна иммунитета была, дощечка да? нам Дощечка, нужна, да. для того, чтобы... Так, у нас все есть. Да, Всё у отлично. нас. Ой, Есть. роскошно. Ты так много всего рассказала уже, вот прям много-много, но не сказала одного самого важного момента, не рассказала. Как ты стала художником? И вопрос такой, художник или художница? Как правильно говорить? Конечно же, художник. Так. Это так же, как поэт, например. То есть художник — это более уважительное такое обращение. Почему? Ну, Я считаю, что это правильно, потому что главное — это, конечно, наши творческие работы. Вот у меня были такие интересные случаи, когда люди смотрели на мои работы, и я потом подходила и говорила, что я автор. Они мне реально не верили. То есть они не верили, что какую-то мощную, крупную, там, огромную, брутальную работу может создать юная девушка. Художник иногда может выглядеть очень там скромным, интеллигентным, но его работы заряжают мощью, энергией. Главное для меня цвет. Я художник и живописец, и я считаю, что цвет — это главная вообще радость в жизни, главная энергия, пожалуй, да, ну лично для меня. Максимально широкие кисти, мощный широкий мазок, создание живописных произведений — это самое главное. Сегодня у меня тоже есть для вас сюрприз, я нарисую ваш портрет попозже, да, когда мы... Ну все, я сам все сделаю, начинай рисовать, я сам все сделаю. Хорошо, я все-таки помогу, мы все успеем, все хорошо. Так главный вопрос, когда, почему и зачем это произошло, и ты стала художником? Я в целом всю свою жизнь я рисовала. В детстве я очень любила творчество. В художественную школу я пошла в 12 лет, довольно-таки в таком взрослом возрасте, осознанном для Ну, это уже художника. да, Это уже довольно Не то такой... чтобы поздно, но... Поздно, да, это поздно на самом деле. То есть это вот как раз вариант закончить школу одновременно художественную и общеобразовательную. Кать, я практически, смотри, вот нарезал лук, мы сейчас смешаем с мясом, Да, и туда и добавим перчик. соль, перец, Соль, да, перец, да? перец по вкусу, конечно же. Ага. И у нас уже почти две начинки уже будут готовы, соответственно, сейчас еще необходимо будет подготовить яблоки. Яблочную. Вот, А и к картофель у нас. четвертой начинке я уже подготовил. всё. Отлично. Я уже сварил картошку, намел ее в пюре, и я подготовил уже. Смотри, Отлично. все. Так, Замечательно. соль, перец. Ага. Так, ну,
Понятно, значит, ты так достаточно осознанно подошла к выбору своей профессии в 12 лет. Ну да, и с той поры я действительно полностью погрузилась в творчество. Затем после художественной школы было художественное училище имени Фешина, затем уже Академия художеств МКХ Сурикова. И сейчас уже я учусь в аспирантуре еще в творческих мастерских Российской академии художеств. Но это уже считается как стажировка, аспирантура. И самое потрясающее, что я работаю как раз в мастерской Хариса Абдрахмановича Якупова, художника, потрясающего исторического такого художника Казани, который внес неоценимый вклад, конечно же, в культуру в Казанском Кремле, в Хазине. Всегда вы можете увидеть его потрясающие работы. Сколько вообще дипломов об образовании у тебя? Так, посчитать. Художественную школу, естественно, я окончила. Это тоже как бы небольшой, но диплом все-таки. Конечно же, у меня красный диплом Академии художеств. В художественном училище я проучилась 3 года. У меня есть только академическая справка со всеми пятерками. Я училась там идеально, поэтому меня сразу взяли в институт. Да, я всегда была отличницей. Диплом у меня, конечно, красный, естественно. Затем у меня еще есть 2-й диплом. Сейчас уже тоже повышение образования, квалификации именно по направлению преподавателя дизайна. То есть теперь фактически у меня есть уже 2 диплома. Важно вот для меня сейчас тоже, как в том числе для преподавателя. Я также преподавала в институте. Сейчас у меня больше частных проектов, но тем не менее, вот когда я, например, готовлю к поступлению студентов, учеников, это прекрасно видеть вот этот азарт молодости, активности, юности. И здорово, когда уже сейчас следишь на протяжении времени, что твои вот как раз дети, которых ты готовила, они уже там закончили художественное училище, уже в институт поступили. Это очень здорово. Мы сейчас делим наше замечательное тесто на 4 части для того, чтобы сделать как раз 4 вида наших замечательных чебуреков. Да, все это аккуратненько раскатываем. Сейчас уже самая творческая часть работы, сделать это все красиво и эстетично. Да? Как раз вот тесто уже готово, Руслан уже сделал почти потрясающие начинки. Да, я уже Осталось почти немножечко как раз яблоки забланшировать как раз на сковородке, добавив чуть-чуть масла, сахара, чтобы они сколько были нам еще яблок нежнее. нужно крошить вообще? Ну, я думаю, что даже 2 яблочка, да. Я думаю, что этого достаточно. Понятное дело, гордость, да, все классно, все хорошо. Но тебе это вот того же самого азарта какого-то добавляет или нет? Конечно, хочется тебе да. еще учить людей и вот Учить давать им эти людей знания? Хочется, но вот сейчас у меня есть, могу раскрыть секрет, такой новый потрясающий проект. Вот это все является частью и в том числе направления Министерства культуры, развития международных проектов, международного культурного сотрудничества, арт-менеджмента в том числе. Сейчас вот я вошла в общественный совет Министерства культуры Республики Татарстан. В этом году я также вот уже 2-й год участвую в формировании публичных целей и задач Министерства ведомств Республики. В прошлом году это был такой пилотный проект, 4 министерства и ведомства приняли в этом участие. И самое главное, что вот сейчас проект запускается на сайте госуслуги, люди могут сами проголосовать, что им важней. Ну, например, Министерство культуры предлагает им несколько разных направлений. В прошлом году это было около 16 направлений. И люди голосовали, что им важнее. Например, доступные билеты в музей. Мне можно скалочку, пожалуйста? Да, конечно. Держи. Либо же, допустим, оцифровка музейных коллекций. Либо также, кроме этого, допустим, более доступные театральные постановки, например. И за что люди голосуют? В том числе. Люди голосуют за разные вещи, конечно же, за доступные культурные программы, за как раз-таки доступные билеты для школьников проголосовали. Если вы теперь знаете, у нас есть отличная новость. У нас теперь всем детям до 18 лет вход бесплатный в музей Татарстана. Это замечательно. Ладно. Да, правда, это есть. Эта информация выложена, обнародована. Министерство культуры сделало такой вот подарок. Ты имеешь какое-то отношение к этому? Ну, я только часть. Я, конечно, работаю главным образом по своим направлениям уже 2-й год. Я провожу международный живописный симпозиум, привожу художников. И в этом году также, кроме этого, я сама организовала выставки в Китае, серию выставок. У меня прошли выставки моих картин в Китае. Это было замечательно, познакомиться с новой интересной культурой, с новой страной, даже в том числе гастрономической культурой меня тоже очень удивило.
Кать, вот подожди, мне знаешь, что интересно? Как вообще, в принципе, можно просто взять и организовать выставку в Китае? Но это все предыдущие наработки, конечно Так. же, главный ресурс в жизни — это друзья. Потому Так. что у меня вот буквально в ноябре 2018 года ко мне пришли друзья и попросили организовать им встречу по культурным обменам с Китаем в Министерстве культуры. То есть я, как член молодежного правительства, помогла ребятам организовать эту встречу. Встреча прошла отлично, как раз были уже намечены планы сотрудничества совместного Министерства культуры Татарстана и китайских, собственно, культурных организаций. Ты, то есть, помогла здесь организовать что-то, Да, а тебе друзьям помогли мне там помогли там, организовать? да. То есть я буквально тоже на веру и правду привезла свои картины в Китай. Так. В это время, находясь на другом проекте, отдала их своим друзьям. Прошло все просто блестяще. Самое приятное, что действительно в Китае делают все с максимально широким размахом, оформляют картины в огромные широченные такие музейные рамы, Так. рамы, как в Третьяковской галерее. У нас, к сожалению, в России искусство пока еще не в лучшей форме именно материальной находится. У нас есть гениальные художники, замечательные мастера, но, к сожалению, финансирование – это большие проблемы. То есть мы не умеем еще интегрироваться в современный мир. При этом в Китае, может быть, у них там все сложно с искусством, но вот подход, культура и уважение к деятелю искусства у них на высочайшем уровне. То есть когда я туда пришла, это реально вот было просто, это просто была выставка, вот как презентации какой-то звезды. Толпы людей, то есть на моих мастер-классах были по 300 человек, детей, например, это фантастика. У нас только даже, не всегда пригласишь в музей, то есть выставку увидели реально несколько тысяч людей. Это просто шикарная организация, это очень круто. Все СМИ, программы, интервью. Я хочу тебе пожелать, чтобы здесь, в своем родном городе, в своей родной стране, вот у тебя было все так же. Вот Да. реально, вот серьезно. Спасибо Ты большое, этого это главное. заслуживаешь, это точно. Так, смотри, я подготовил все начиночки, Отлично. все, у меня все готово, поэтому сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после этого вернемся и уже будем делать наши наивкуснейшие чебуреки. Ну что, друзья, мы вернулись. Напоминаю, вы смотрите «Секреты татарской кухни». У нас сегодня очаровательные гости. Художник-живописец и советник по культуре молодежного правительства Республики Татарстан Екатерина. Ну что, Катя, мы все сделали, Да. все начинки, мы раскатали все, значит, для наших чебуреков. Будем готовить уже или нет? Да, их мы уже как-то будем лепить? готовить, конечно, Ага. мы уже сейчас будем раскладывать начинки. Мы это жарить. будем обжаривать в масле, да? Да, конечно, Поэтому будем обжаривать в тогда я, масле, наливаем наверное, в казан масло. поставлю пока здесь все приготовлю. Первый вариант мы как раз вот делаем в классическом решении. Катя, И ты скажи, пожалуйста, только сколько масла нужно туда налить? масло нужно налить побольше, наверное, Вот для смотри, того, давай. чтобы все хорошо мне. заполнилось. Сейчас уже разложили начинку как раз в чебурек тоненько. Фарш, потому что мясо нужно раскладывать максимально тонко для того, чтобы успел приготовиться наш замечательный чебурек. И вот вилочкой формируем красивые такие края. Просто вилочкой прижимаем к краю. Да, Ну, мы легкотня должны обязательно же, их ну. закрепить, но это прекрасно, здорово. И как Даже раз я ты мне сейчас справлюсь, будешь смотри. в этом помогать. Ты обещала, что ты нарисуешь мой портрет. Да, конечно, конечно, сейчас я как раз это и буду Давай делать, так, если ты поступим. будешь Я лепить. буду лепить чебуреки, потому что это, в Отлично. принципе, несложное занятие. Я думаю, что я с этим справлюсь. А ты в этот момент будешь творить. Кать, ну скажи, пожалуйста, с твоей профессией художника мы вроде как более-менее разобрались. А каким образом получилось так, что ты являешься советником по культуре молодежного правительства? Что такое молодежное правительство вообще и как туда попасть? Так. Изначально мое знакомство с политикой было так же, как у художника. То есть у меня проходили мои творческие проекты, моя персональная выставка была в Москве, в Совете Федерации. Так. У меня есть даже благодарность Валентины Ивановны Матвиенко. И, то есть в первую очередь я с политикой познакомилась, будучи художником. Закончив институт, я поехала на молодежный форум Таврида вначале, и затем уже я подала заявку на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это в Сочи, который был, да? Да, это было в Сочи в 2017 году, и мне посчастливилось пройти этот огромный конкурс, отбор, и стать частью делегации Татарстана. Я была там единственным художником-живописцем именно, и как раз представила свою картину «Кул-Шериф», наш прекрасный вид Казанского Кремля, на выставке
для международной делегации. Также я организовала там такой челлендж, можно сказать. Назывался он «Краски мира», и я дарила картины делегациям разных стран и разных континентов. И вот как раз на фестивале молодежи, при подготовке к фестивалю, я познакомилась с замечательной делегацией активистов Казани, с замечательными командами, узнала о том, что есть в Казани молодежное правительство. Таким образом, я как раз узнала про конкурсы «Вверх». Вот как раз сейчас начался этот конкурс. Также есть замечательный конкурс «Кадровый резерв». Вы можете их легко найти, «Кадровый резерв Республики Татарстан», вы можете их легко найти в интернете, зарегистрироваться, подать заявку. Это ваш реальный шанс войти в кадровый резерв Республики Татарстан и также в молодежное правительство. Катя, ну что, как наш портрет там поживает? Все уже готово, Так. все отлично. Это эскиз, набросок, но в дальнейшем... Ничего себе! Это набросок? Ребята, это прям готовый шедевр, мне кажется. Работа, да, ну можно затем это и в масле сделать. Круто! Кать, вообще, это просто невероятно. Очень классно. Похож? По-моему, похож. Я хочу куда-нибудь поставить, чтобы его было видно. Вот так, можно? Да, конечно, Все. конечно. Все смотрите на портрет мой. Так, ну что, это круто, но давайте я тоже смотрю. Я уже шикарно, налепил. да, Смотри, потрясающе. шикарно, особенно вот этот, на этот не смотри, на этот Очень смотреть круто. нельзя. Этот получился неудачно. Хорошо. Вот, давай пробуем, обжариваем. Так, Отлично. ага, давай начнем Так, первый, вот с этого. смотри. Давай, да. отлично. Мгм. Начнем с Супер. этого. Я буду вот так вот Очень запускать. Ты не красиво. против? О, Да. Можно же по два же Конечно, даже да, запускать, по два даже можно? удобнее, потому что быстрее приготовится. И масло будет свежее, самое главное. Да, так. Здорово, какие красивые Ох, получились забурлило-то чебуреки. как, а? Я думаю, сейчас мы это все приготовим быстренько, да? И будем пробовать с большим удовольствием. Чебуреки. В воду добавили соль, сахар и соединили с мукой. Замесили тесто. Для мясной начинки смешали фарш с мелко нарезанным репчатым луком, солью и перцем. Для сырной начинки к натертому на терке сыру добавили измельченную кинзу. Картофель отварили и размяли в пюре. Яблоки нарезали кубиками, присыпали сахаром и слегка потушили на сливочном масле. Тесто разделали на небольшие кусочки, раскатали в лепешки, наполнили начинками, залепили и обжарили в казане на растительном масле. Катя, долгожданный момент, барабанная дробь, тра-та-та-та-та-та. Мы все приготовили. Отлично. Я пожарил, ты нарисовала, все классно. Все, давай пробуем. У нас тут секрет, у нас же было Так 4 прекрасно разных готовим. начинки. Я напомню, пюре, яблоко, фарш и сыр с зеленью, да? и- Но мы сейчас не можем разобраться, где что, поэтому это будет Уже лотерея. лотерея. Да, давай, я выбираю То, что? первый вот этот вот, поменьше который. Будем пробовать. тоже. Так, ну-ка. И я выиграл, ребята, с мясом. А у меня нежнейший чебурек с медовыми яблочками. Да? Очень вкусно, да, с яблоками. У меня с мясом Очень нежно. так сочно, мне вкусненько. Я думаю, что вот это с яблоком. 2-0 в мою пользу. Она опять с мясом. Ну слушай, если с мясом так вкусно, я думаю, что с яблоком и с сыром, и с картошкой, это тоже Мой как раз вкуснейший чебурек с сыром и зеленью. Очень вкусно. классно. Кать, во-первых, огромное тебе спасибо, что ты пришла к нам. Было очень приятно с тобой познакомиться, пообщаться. Спасибо за то, что ты раскрыла нам свои секреты. Огромное спасибо, что пригласили. Как раз сейчас я также создаю новую серию картин специально для дома, для интерьера, для кухни. И надеюсь, что моя картина также украсит вашу студию, а вы снова будете вдохновлять людей на создание кулинарных шедевров. Очень любим подарки. Супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Да, спасибо. Друзья, а вы смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. Сау был у нас. Пока-пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.